Сильные морозы накладывают свой отпечаток на рабочий процесс всех без исключения организаций, особенно тех, чьи специалисты работают на открытом воздухе. Особое место здесь занимают авиаинженеры и техники, следящие за рабочим состоянием воздушных судов. Тамара Бессмертная поинтересовалась, как проходит плановое обслуживание вертолетного парка в Мирнинском районе в -40. Перед тем, как закатить вертолет в док, с него снимают лопасти. Каждая весит по 150 килограмм. Мороз под 40 усложняет любую работу. Но со стороны все происходит легко и быстро. Слаженное движение бригады, и вот уже лопасти надежно укреплены перед ангаром. Несколько минут, чтобы отогреться, и работа продолжается. Рядом взлетает Ми-8. Те, кто не связан с северной авиацией, скорее всего, даже не задумываются, как сложно в северных условиях обеспечить техническую безопасность полетов и обслуживать вертолет. Ведь порой его нужно разобрать в полном смысле слова по винтикам. Часть работ проводится на ледяной металлической поверхности и при сильном ветре. Для плановых ремонтов вертолетов построен специальный ангар, куда круглосуточно подается горячий воздух. Вертолет проверяет как снаружи, так и изнутри. Надежность узлов, приборов, креплений. В ангаре достаточно тепло и можно работать без перчаток. На ремонт одного воздушного судна уходит до 5 дней. Общий вертолетный парк – 24 единицы. Минимальный состав бригады 6 человек, потому что у вертолета 6 зон технического обслуживания. Благодаря труду таких бригад вертолетный парк Алроса, как и прежде, считается одним из самых надежных в России. После, завершения всех работ, включая мойку воздушного, наружную мойку и уборку воздушного судна, вертолет выкатывается опять под кранбалку, вешаются лопасти. И вызывается экипаж и производится гонка с оценкой параметров и работоспособности систем. Потом выполняется облет вертолета, и в дальнейшем, при отсутствии замечаний у экипажа, вертолет отдается в производственную программу авиакомпании. А так не романтично, вручную вертолеты выталкивают из ангара. Но впереди все-таки есть тягач. Ледяной воздух за несколько минут превращает бок в скользкую поверхность. Ангар готов к приему нового вертолета. Кто следующий?